Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Восточный экономический форум – тема номер один. Какие подписаны Якутией соглашения и достигнуты договоренности. Все последние новости с крупного события с участием президента страны. Сроки поджимают. Ремонт дорог в Якутске идет с отставанием от графиков. Какие недостатки в работе установили члены Общероссийского народного фронта. Новые очертания центра. В Алдане продолжаются работы в главном сквере города. Как идут дела? Игры Ботуров. В Якутске начались финальные схватки самого массового республиканского детского турнира по вольной борьбе. Нужно конвертировать экономические достижения на Дальнем Востоке в социальный рывок, чтобы люди почувствовали на себе все преимущества уже в ближайшее время. Об этом сегодня на пленарной сессии Восточного экономического форума говорил российский лидер Владимир Путин. В этом году форум принимает более 8,5 тысяч участников из 65 стран мира. По сравнению с первым форумом его представительство возросло более чем в 2 раза. Итак, вчера мы с участием руководителей дальневосточных регионов обсуждали задачи нового этапа развития Дальнего Востока. Его смысл в том, чтобы конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, в принципиально более высокое качество жизни людей. В перемены, это значит, нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, в обустройстве городов и поселков, ощутимые при этом для миллионов людей. Причем такие изменения граждане должны почувствовать не в отдаленном будущем, как я уже неоднократно говорил, не спустя годы и годы, а в ближайшее время. По словам Путина, нужно думать о будущем, которое связано с теми сегодняшними ребятами, школьниками, которые любят свой край, хотят здесь жить и работать. Здесь живут умные, созидательные по своей натуре, энергичные люди, которые способны достичь самых амбициозных целей. Поэтому первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока – поддержать молодежь. Сделать все, чтобы молодые люди имели здесь самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие близкого для них Дальнего Востока. В частности, Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. Прежде всего, нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья. Причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами, еще раз повторяю, руководителями регионов обсуждали этот вопрос. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых. По словам главы государства, современной и доступной должна быть и медицина на Дальнем Востоке. Прежде всего, это касается первичной, самого близкого к людям звена медицинской помощи, развития санитарной авиации. Эта работа идет уже по всей стране, но здесь, на Дальнем Востоке, мы должны создать действительно эффективную систему медицинской помощи, которая соответствовала бы, а может быть и в чем-то опережала лучшие стандарты и практики. Понимаю, что это задача не одного дня, но начинать решать ее нужно уже сегодня, стартовать с прорывных пилотных проектов. Действительно, можно создать в Дальневосточном федеральном округе медицинский кластер с особым порядком регулирования, что позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом. Также Владимир Путин предложил вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей, приезжающих в небольшие населенные пункты Дальнего Востока, адаптировав для этого общероссийские программы социальной поддержки. Нужно адаптировать наши общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» к условиям Дальнего Востока.
Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в 2 раза. По мнению Владимира Путина, у молодежи и у людей разных возрастов должны быть все возможности для доступа к дистанционному образованию, как и к телемедицине, информационным ресурсам и электронным услугам, цифровым платформам и сервисам, которые открывают новые горизонты для создания и ведения бизнеса. Глава государства попросил учесть данное требование при реализации национальной программы «Цифровая экономика России». Повторю, нам нужна здесь цифровая среда, соразмерная масштабу вызовов времени и стремительных технологических перемен в мире. В этой связи наша вторая важнейшая стратегическая задача – российский Дальний Восток должен стать одним из глобальных центров высоких технологий и компетенций, новых индустрий и отраслей, а значит и сосредоточением передовых качественных рабочих мест для квалифицированных специалистов. Завершая свое выступление, российский лидер отметил, что для успешного развития дальневосточного региона страны необходима консолидация всего общества. Мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию Дальнего Востока. А крупные, большие цели всегда предполагают партнерство и объединение усилий. Мы нацелены на такое сотрудничество, открыто для всех, кто в нем заинтересован. Мы верим в будущее нашего сотрудничества, в будущее Дальнего Востока России. Для успеха, как и по всей нашей большой стране, нам нужна консолидация общества, участие и вовлеченность каждого человека, готовность внести свой вклад, свое дело, энергию, знания в общий результат. У нас есть такой настрой. А значит, все планы, все, даже самые смелые мечты обязательно станут реальностью. Итоги второго дня Восточного экономического форума, прежде всего касательно работы якутской делегации, подведет мой коллега Иван Лазаренко. Он находится на месте событий. Более 8,5 тысяч делегатов из более чем 65 стран мира. Именно такие цифры озвучил сегодня глава страны Владимир Путин, открывая пленарное заседание, которым завершился второй рабочий день 5-го юбилейного Восточного экономического форума. Что касается работы нашей делегации Республики Саха-Якутия, то день снова выдался чрезвычайно плодотворным. Члены правительства принимали участие во всевозможных планерных сессиях, где обсуждались очень важные для нашей республики вопросы. В частности, обсуждали развитие туристических кластеров на территории Дальнего Востока. Основные тезисы были, как развивать туризм, разливать ли его массово или использовать уникальные особенности регионов, про которые мы говорим в туристическом отношении. Здесь, конечно, общее мнение спикеров сложилось в том, чтобы ни в коем случае при массовом туризме не нарушать естественный баланс региона. Это достигается путем создания специализированных туристических маршрутов, типовых туристических маршрутов, для того, чтобы не было хаотического движения. Также были очень серьезно затронуты темы о проблемах, с которыми сталкиваются при развитии арктической зоны, в том числе на территории Республики Саха-Якутия. И одним из важных моментов стало то, что предлагалось в какой-то мере вернуться и к старой советской схеме финансирования из федерального бюджета Северного завоза, рассмотреть вопросы обеспечения в полном объеме направления, связанного с переселением граждан из районов Крайнего Севера. Ну и, конечно же, создание преференций для реализации новых проектов на территории Арктики, для того, чтобы были созданы новые рабочие места и для того, чтобы это были места, во-первых, с высоким доходом, во-вторых, стабильные и, соответственно, какие для этого необходимо принять решения на федеральном уровне. Ну а если говорить о соглашениях, которые руководство республики подписало в ходе второго рабочего дня Восточного экономического форума, то среди них хотелось бы отметить
Следующие, во-первых, это 2 соглашения, подписанных с компанией «Алроса». Первое из них подразумевает строительство высоковольтной линии по направлению Сунтар-Нюрба. Ну а второе связано с совместными работами по газификации, долгожданной газификации поселка Удачный Мирнинского района. Также особо хочется отметить соглашение, подписанное с компанией «Мобильные телесистемы», которое подразумевает инвестиции в размере 500 миллионов рублей в инфокоммуникационную систему нашей республики. Также не стоит обходить вниманием подписанное соглашение с банком «Открытие», по результатам которого уже в октябре месяце в городе Якутске откроется первый филиал этого банка, который будет предлагать условия для малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц более привлекательные, чем другие участники финансового рынка. Иван Лазаренко, Владимир Павлов, Владивосток. Ленский мост, поддержка семей и молодежи, решение транспортных проблем – эти и многие другие важные вопросы по развитию Дальнего Востока, в частности Якутии, озвучил глава региона Айсен Николаев на заседании Президиума Госсовета под председательством Владимира Путина. Заседание также прошло во Владивостоке. Все детали и подробности в разборе с Аргаланой Захаровой. 4 сентября во Владивостоке глава республики Айсен Николаев представил Президиуму Госсовета России проект национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035. Он озвучил основные достижения за последние годы, но большое внимание уделил предложениям по дальнейшей работе. Так, на сегодня одни из наиболее волнующих жителей вопросы – это образование и улучшение его качества, создание условий для самореализации молодежи и поддержки молодых семей. Мнения дальневосточников собирали на общественных слушаниях. В них приняли участие 230 тысяч человек. Кроме того, на специальный сайт поступило 16,5 тысяч предложений. Как отметил Айсен Николаев, это самый масштабный пример вовлечения граждан и к принятию важнейших решений. Что же касается образования, то здесь планируют создать условия для молодых людей, которые готовы остаться жить и работать на Дальнем Востоке. Совместно с крупнейшими предприятиями мы будем создавать систему центров опережающей профессиональной подготовки. На мировой уровень должны выйти флагманы высшего образования, Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты. Нужны и специальные меры, например, бесплатное обучение в лучших вузах России и мира молодых людей, связывающих свое будущее с Дальним Востоком. Статистика: отток из округа происходит как раз среди молодого и работоспособного населения от 16 до 30 лет. Немаловажное влияние оказывают отдаленность региона, высокие цены на жилье, дорогие цены на авиабилеты. А значит и невозможность путешествовать и развиваться. Глава региона предложил повысить мобильность молодежи как с поддержкой самих работодателей, так и государства. Со своей стороны, государство может начать субсидировать региональные авиаперевозки, расширить до 30 лет возрастной ценз субсидирования магистральных перелетов. Также для молодых людей сегодня очень важен новый тип мобильности, цифровой, поэтому цифровая трансформация Дальнего Востока должна идти по принципу цифрового преимущества как компенсация географической удаленности. Самый острый вопрос – жилищный. Здесь предлагают 2 пути решения этой проблемы. Строительство арендного жилья и ипотека без первоначального взноса под 2% годовых на весь срок кредита. Стоит отметить, что на сегодня самая низкая процентная ставка составляет 6% для молодых семей с 2 и более детьми. Говоря о семьях, Айсен Николаев подчеркнул необходимость их поддержки выплатами при рождении детей и 100% доступности мест в современных детских садах и школах. Не обошли вниманием и тему строительства моста через реку Лену. Самый животрепещущий вопрос для якутян. Его ввод позволит соединить такие крупные объекты транспортной инфраструктуры, как Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, 3 федеральные дороги, 5 региональных автомобильных дорог, Якутский речной порт и международный аэропорт Якутска. А к 2025 году круглогодичная транспортная доступность населения республики увеличится с 21% до 83%. Как глава крупнейшего региона не могу не сказать о значении моста через Лену в районе города Якутска. Его строительство соединит пространство Дальнего Востока и Арктики, рассеченные Великой рекой от Байкала до Ледовитого океана. Прямое сокращение только бюджетных затрат на северный завоз у нас составит свыше 4 миллиардов рублей. Для благополучия людей, в частности в отдаленных населенных пунктах, как отметил глава республики, должна быть обеспечена качественная первичная медицинская помощь. Чтобы добиться этого, он предложил финансировать медучреждения Крайнего Севера из фонда обязательного медицинского страхования не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания.
Понятно, что если будет сегодня качественное образование, качественное здравоохранение, доступное здравоохранение и образование, и, конечно же, люди будут обеспечены жильем, то, естественно, закрепление населения на Дальнем Востоке, и люди будут приезжать на Дальний Восток. Безусловно, программа требует немалых вливаний. Глава региона предложил рассмотреть в качестве одного из источников финансирования часть нефтегазовых доходов, которые поступают в Фонд национального благосостояния из Дальнего Востока. Эта сумма составляет более 40 миллиардов рублей в год. За 6 лет действия национальной программы до 2025 года она достигнет 245 миллиардов. А это 11% потребностей финансирования из федерального бюджета. Также на заседании прозвучали темы цифровизации экономики, экологии, результатов реализации программы сноса аварийного жилья, доступности ценностей российской и мировой культуры. Люди продолжают уезжать, несмотря на то, что экономические показатели вроде как растут, а вот социальные проблемы не решаются. И то, что глава республики как раз обострил на это внимание, начиная с реплики, что вот нужен ли нам Дальний Восток, и заканчивая конкретными предложениями для молодежи и для здравоохранения и всей социальной сферы, это он опирается на те предложения, которые сделали наши земляки, якутяне. Также на заседании прозвучали темы медицины и здравоохранения, результатов реализации программы сноса аварийного жилья, доступности ценностей российской и мировой культуры. В заключение Айсен Николаев отметил, что у Дальнего Востока есть шансы стать центром высокой культуры, сотрудничества и консолидации, местом притяжения миллионов людей. И это все возможно уже в ближайшие годы. Объемное присутствие в деловой программе Восточного экономического форума самого крупного субъекта Федерации Якутии подтвердилось вниманием к инвестпроектам, реализуемым на территории республики со стороны президента России Владимира Путина. На полях ВЭФ глава государства дал старт запуску горно-перерабатывающего комплекса на базе месторождения «Вертикальное» компании «Прогноз» в Кобяйском Улусе. Торжественное мероприятие состоялось на объединенной экспозиции Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Институтов развития Дальнего Востока в режиме прямой видеосвязи. Выход на проектную мощность компании, акционерного общества «Прогноз», позволит позиционировать ее как компанию, которая войдет в пятерку крупнейших компаний по добыче серебра в Российской Федерации. Налоговые отчисления от реализации этого проекта составят не менее 1,5 миллиарда рублей. Официальный запуск горно-перерабатывающего комплекса «Вертикальное» начинает новую страницу в истории якутского серебра, в которую уже вписаны 40 тонн серебра, полученных с момента пуска наладочных работ. Сейчас короткая пауза, вернемся через полминуты. Оставайтесь с нами и смотрите далее. Сроки поджимают. Ремонт дорог в Якутске идет с отставанием от графиков. Какие недостатки в работе установили члены ОНФ. Новые очертания центра. В Алдане продолжаются работы в главном сквере города. Как идут дела? Игры Ботуров. В Якутске начались финальные схватки самого массового республиканского детского турнира по вольной борьбе. Продолжаем программу «Итоги дня» на канале Якутия-24. На прилавках Якутска выявили небезопасную и фальсифицированную молочную продукцию. В рамках исполнения государственного задания инспекторами управления Россельхознадзора по республике были отобраны пробы молочной продукции. При проведении данных мероприятий инспекторы используют рискоориентированный подход, то есть отбирают продукцию, у которой, по их мнению, слишком занижена стоимость. Пробы, направленные для проведения исследований в лабораторию, показали, что в сливочном масле «Крестьянское» выявлено наличие растительных жиров, не заявленных в составе на маркировке. Кроме того, положительные результаты по бактерии группы кишечной палочки. Небезопасная молочная продукция объемом в 221 килограмм утилизирована владельцем. Мы выявили масло крестьянское сливочное. То есть там была именно замена молочного жира растительными жирами. То есть идет обман покупателя. Человек думает, что покупает настоящее сливочное масло, а на самом-то деле там от молока только название. Отобрали пробы, тоже вот молочной продукции была. Там тоже было несоответствие
по антибиотикам. Также отобрали мясо баранину, там тоже микробиология была. Там кмофан и тоже БККП было выявлено. Тоже продукции сейчас стоит вопрос об уничтожении продукции. Ремонт дорог в Якутске идет с отставанием от графиков. Это установили члены ОНФ во время внеплановой проверки дорожных работ на улицах столицы. На Жарницкого, Петра Алексеева, Ларионова, Хатынь-Уряхское шоссе везде работы ведутся медленно. Как отметили представители Общероссийского народного фронта, лишь 3-4 человека на каждом участке ведут работы, хотя время уже поджимает. При этом и качество выполняемых работ оставляет желать лучшего. Бордюры, ливневая система, сама укладка асфальта вызывают вопросы не только у специалистов, но и у простых граждан. По данным городской администрации, все работы должны быть завершены к концу октября, однако сентябрь обещает быть дождливым, а во второй половине месяца уже прогнозируют минусовые температуры, и тогда укладка полотна, согласно технологиям, не производится. Но мы же понимаем то, что это приведет потом к разрушению полотна. Ничего хорошего в этом нет. И то, что сейчас люди тоже некоторые говорят, тоже я слышал от одного подрядчика, Росавтодор, что разрешил укладку асфальта в отрицательной температуре, плюс то, что когда идет дождь. Но это в ноябре только будет второй этап проведения, скажем так, эксперимента. И нет никаких разрешительных документов. И тем более вот в городской черте как бы это, мы все знаем, что будет с асфальтом. Мы люди здравые понимаем, то, что асфальт просто придет не в годность. Выступать на обновленной сцене будут воспитанники Ленского центра дополнительного образования. Сразу в 2 учреждениях проходят масштабные ремонтные работы, которые обошлись в 11 миллионов рублей районному бюджету. Самые глобальные из них – это замена кровли, капитальный ремонт концертных залов в 2 зданиях СРГ и ДК «Юность». Своими силами работники «Юности» расширили хореографический зал, маленькая площадь которого раньше не позволяла проводить репетиции крупных представлений. Помимо добавочной площади, там будут дополнительно установлены станки и появятся новые зеркала. Принято решение, что в этом году все танцевальные коллективы у нас переходят в здание «Юности». Художественно-прикладное направление у нас будет в здании СРГ. Свод каких-то произведений требует от 5 до 60 человек, детишек. Ни для кого не секрет, в конце учебного года, 19-го нашего учебного, наше объединение «Аяркут» выпустило сказку «Старушка Та-и-Тал», где участвовало больше 60 человек. И, конечно, это такая большая работа, где требуются большие площади. Это постановка, это своды, это репетиции, это декорации. Пошли затруднения с ремонтом данного зала с тем, что по смете у нас не вошло в квадратуру покраска нашего потолка. И это мы дополнительно осмечивали и выделяли все деньги администрации Ленского района. В Алдане продолжаются работы в центральном сквере города. Все организовано по программе благоустройства «Комфортная городская среда». Несколько затянувшийся процесс теперь набрал обороты. Руслан Павлов подробнее. Центральный сквер города Алдана, в народе называемый Пятак, начал обретать свои новые очертания. В нижней части уже уложены бордюры и брусчатка пешеходных дорожек, в верхней земляные и строительные работы продолжаются. Срок их завершения – 1 октября текущего года. По словам представителя субподрядчика, на сегодняшний день работы идут по графику, и пока нет смысла форсировать события. Единственный фактор, который может повлиять на производство – погодные условия. 90% укладываемся в сроки. То, что есть, я говорю, зависит от погодных условий. Естественно, было там нюансы, стояла чуть-чуть брусчатка здесь стояла, лежала. У нас был конфликт, чуть-чуть. Не конфликт, а такой нюанс, что надо было убрать. Не убрался, а потом, как видите, убрали, и работы сразу начались, пошли. Пока строители ведут работы на ландшафте, параллельно идет закуп и доставка материалов и сооружений, которые будут установлены в парке. Это фонтаны, фонари, беседки. Однако в данном направлении движение происходит медленно. Все сводится к затянувшимся аукционам и торгам. Буквально до 15 сентября должны получить ясную картину по поставкам оборудования, то бишь это малые конструкции, фонтаны, недостающие материалы первого этапа.
В общем, на той неделе прибывает сюда комиссия с центра компетенции. Держим тесную связь с руководством Радкома. В общем, вчера поступили часть материалов на Алдан. Сегодня к стройке на пятаке пристальное внимание как на местном, так и на республиканском уровне. Контролеры подгоняют подрядчиков, и это их правда. Другие, в свою очередь, просят не нагнетать обстановку. Акта приемки ни одного вида работ мы не подписали. В общем, каждый день контакты и с исполнителем работ. Говорят, делают, вы сами видите, что проблем очень много. И давить тоже, конечно, сильно не надо, потому что все равно все понимают, что работники есть работники. Если на них давишь, как-то работа не так идет. Надо всегда так весело, так радостно. Мы тоже понимаем, мы тоже, конечно, естественно, первым делом, если не успеем, мы страдаем, мы пострадаем. Так что в наших же интересах быстрее заканчивать. Какими бы ни были разногласия между заказчиками и подрядчиками, уповать приходится на погодные условия, которые на данном этапе и есть самый главный аргумент в пользу тех или других. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сегодня начались финальные схватки на фестивале по вольной борьбе и игры Ботуров. Они пройдут до 8 сентября. Соревнования посвящены памяти первого победителя первенства мира среди юношей по вольной борьбе Иллариона Федосеева. Самый массовый республиканский детский турнир по борьбе проводится по 4 возрастным категориям и собрал лучших юных борцов со всей Якутии, а также спортсменов из Биробиджана, Хабаровской и Сахалинской областей. Фестиваль борьбы и игры Ботуров впервые состоялся в 1999 году на стадионе Туймада по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. Уже в этом году турнир собрал 937 юных борцов. Я смотрел Виктора Лебедева в детстве и хотел заниматься борьбой. Я 3 человека победил, а потом на 4-м на финале. Расскажи, пожалуйста, как прошли твои схватки? Расскажи о них. Они были легкие. Они были легкие. У меня свои годы же. 2008, 2009 и 2010. Я сейчас борюсь с Пусниковым, который занимается тоже дюша 3. И каковы шансы, кто выиграет? Каковы шансы, кто выиграет? Я. Почему? Потому что я сильнее и старше. Я хочу стать олимпийским чемпионом, как Павел Павлович Пенигин. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале. Будьте всегда в курсе.